Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Правда ли, что обитатели рая увидят Господа? Если да, то каким образом это произойдет? То есть так просто, без преград, абсолютно каждый сможет увидеть его? Смотрите на канале Ислам ТВ. Но прежде чем продолжить, не забудьте поддержать нас, подписаться и нажать на колокольчик. А после просмотра обязательно поделиться полезной информацией. И смотрите видео до конца, чтобы не понять меня неправильно. В Коране говорится, что одной из милостей для обитателей рая является возможность увидеть Всевышнего Аллаха. Смысловой перевод. Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа. Сура Аль-Кияма, аят 22-23. Но у многих возникнет вопрос, все ли люди в раю увидят Господа? Об этом мы узнаем от пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Передают, что сахаб Джарир ибн Абдулла аль-Баджали сказал: «Однажды мы спокойно сидели вместе с пророком, алейхиссаляту вассалям. Вдруг он увидел полнолуние и, смотря на луну, сказал: когда вы войдете в райскую обитель, то не испытаете никаких преград и никаких трудностей в том, чтобы взглянуть на Всевышнего точно так же, как вы видите эту луну». Тирмизи, рай, 16. Затем он прочитал следующий аят, смысловой перевод. «И прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом, совершай рассветный и послеполуденные намазы, славь его в течение ночи, совершай вечерние и ночные намазы, а также в начале и в конце дня совершай полуденные и закатные намазы». Сура Таха, аят 130. Также передается от Абу Хурейры, что наш пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал следующее: «Испытываете ли вы трудность, когда смотрите на луну в ночь полнолуния? Или столкнетесь ли вы с указанием на солнце в солнечный день?» Сподвижники ответили: «Нет». Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Так же легко вы увидите своего Господа, как видите ночью полную луну, не зная трудностей и преград». Тирмизи, Джаннат, 17. Еще передается от Сухейба, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, процитировал аят, смысловой перевод. «Тем, которые творили добро, уготовано наилучшее, рай, и им будет добавлено еще, они получат возможность взглянуть на Аллаха». Сура Юнус, аят 26. Затем сказал: «Клянусь Всевышним, что Аллах обитателям рая в тот день не предоставит ничего более радостного, чем встречу с собой». Тирмизи, Джаннат, 16. Так увидим ли мы самого Господа, как видим мы своих близких и родных? Когда сам пророк, алейхиссаляту вассалям, предстал перед Всевышним, то он увидел свет. На часто задаваемый вопрос: «Видел ли ты самого Господа?», он отвечал так: «Я видел свет, как я мог видеть его?» В Священном Писании сказано так, смысловой перевод: «Взоры не могут постичь его, а он постигает взоры». Сура Скот, аят 103. И если вам кто-нибудь будет описывать внешность Господа с описанием внешности человека или схожести с человеком, то тут же прекращайте общение с этим человеком, ибо поистине этот человек может быть под гневом Всевышнего. Из вышеперечисленных аятов и хадисов следует, что обитатели рая действительно смогут увидеться со Всевышним. Однако как он выглядит, как это произойдет и когда, известно лишь Создателю. Всякий, кто испытывает надежду на встречу с Аллахом после смерти, должен поспешить подготовить себя к тому моменту уже сейчас, в этой жизни. Человек должен стремиться совершать благие деяния, совершенствовать себя духовно, тем самым обрести его довольство и не быть среди заблудших, чьи лица будут омрачены в тот день, когда все предстанут перед Господом миров. В моменты радости и счастья, во время трудностей и лишений, наши сердца, мысли и молитвы всегда должны быть обращены ко Всевышнему. И это то, что делает нас духовно сильнее и ближе к Создателю. Да удостоит Всевышний Аллах нас встречи с Ним. Аминь. Спасибо вам за то, что следите за нашим видео. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал Ислам ТВ. А Аллах знает истину. И да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и его сподвижников, и его семейства. Да хранит вас Аллах, дорогие подписчики. Альхамдулилля, я довел до тебя эти хадисы, и тебе было суждено дослушать их до конца. Иншаллах, получим все от этого пользу.
Пишите свое мнение об этом, а кто знал, тот ставит лайк. И возможно об этом узнает еще больше людей. И обязательно не ленитесь выделять время для изучения своей религии. До новых встреч! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.